обеспечивала себя молоком полностью, мясом полностью. Даже межобластную поставку Иркутск немножко отправляли. Чтобы больше не давать, мы даже прятали холодильник зимой, чтобы обеспечивать себя мясом. Проблем с мясом не было. Период растет коров. В молокозаводе здесь стоял до 100 машин. 100 машин молокоза, 3 тонны, то есть 300 литров стояли. Мы ставили милицейских работников, чтобы порядок там был. Водители, чтобы молоко не раскисло, значит, друг другу мешали, вперед лазили, споры возникали. Около 90 колхозов, все чабанские стоянки, 3000 с лишним были электрифицированы. Я вот в интернете посмотрел сегодня, вчера, вот депутат приехал Нарусова, наш руководитель поставил вопрос отношения электрификации чабанских стоянок. А эта задача, она была решена вот в советский период. Вот если короче говорить, значит, вот такой отрасль курировал Шервон Дышкевич. Здесь огромный вклад, его вклад в развитие этой отрасли. Но это не только этим ограничилось, естественно, конечно, как секретарь областного комитета партии вместе с другими секретарями, членами бюро, правительством республики, отвечал за развитие республики. И так мы вместе за эти годы поднимали и развивали нашу родную Туву. Это главнейший итог деятельности Шервона Дышкевича, всех остальных и здесь присутствующих руководителей районов и специалистов. Но что касается после разрушения Советского Союза, вот некоторые говорят, значит, распад Советского Союза. Нет, распада не было, разрушение было. Разрушение, начиная с Беловежского соглашения. 3 известных человека соглашение сделали, доложили американцам, что Советского Союза не существует. И все отсюда началось, история такая. Не распад Советского Союза было, а разрушение. Это оценка правильная, крупная, ученая. И сегодня, и вчера говорили об этом. А вот этот период, тяжелый период, я был председателем первого восстановленного Великого Урала 1998 года до 2002 года. Этот Великий Урал занимался приведением порядка в соответствии Конституции Республики и Конституции Российской Федерации. Тяжелейший период. Вот Серега все сейчас напоминал, что даже в Конституции было записано, что делать. А раздел такой был: война и мир. Вы хотите в состав Советского Союза или нет? Вынужденные такие вещи были в других регионах. Татарстана, некоторых районах. Вот эти тяжелый период. Думали народ этих республик, как дальше быть. Советского Союза нет. Как жить, в каких общественно-политических системах будем существовать, думали. И у нас думали. Это естественный такой процесс был. Но и постепенно приводили порядок в нашу Конституцию. Это решение Великого Урала рассматривалось в Верховном Урале, приводилось, утверждалось как законы. Поставили перед бюджетным комитетом Александра Жукова, он не соглашается. Он не мог решить этот вопрос, бюджетный комитет. И поставили на сессии Верховного Урала.
Я не буду говорить сегодня о другом здесь. Представитель одной партии докладывал, Туве ничего не надо давать, не только не 150 миллионов рублей, они даже, значит, своего языка не знают, словаря русско-тувийского нет у них. Вот там один человек, там один депутат кричал, орал. Его, кстати, записали Мумельниковым на магнитофон. Передали здесь, вот архивы, может быть, он сохранился. Вот так мы защищали бюджет нашей республики. Это сейчас думать страшно. Мы с Григорием Зиговичем на высоком уровне находили, значит, по защите бюджета, значит, Российской Федерации. Это, как говорится, значит, это трудном периоде. Ну, с Григорием Зиговичем мы ездили в Монголию. По Черватам встречались первый президент республики наш. Мы вместе ездили в Улан-Батор, Черватам. Меня взяли, как знаю, еще монгольского языка, еще переводчиком. Я рядом сидел, переводил. Иногда переходил на монгольский язык, смотрю на Григория Зиговича, вот так и так, значит, его слова. Он-то прекрасно знает, это по-червату, по-русски говорит, но на государственном уровне это порядок такой существует. На родном своем языке надо говорить. И вот это, значит, первое соглашение межгосударственное Монголии в этой периоде, вот Григорий Зигович подписал в Червату. Этот документ был оформлен, потом приехали вот на заседание правительства, мы доложили и утвердили хороший такой документ. Вот такая история. Но много можно говорить, очень много можно говорить. Григорий Зигович, конечно, история нашей республики, известный человек, крупный государственный политический деятель. Он сегодня очень хорошо рассказывал. Я думаю, что народ нашей республики по достоинству оценивает ваш вклад в развитие нашей республики. Знает кадры наши. Вы очень хорошо говорите о своих впечатлениях. Что думаете сегодня, как республика должна развиваться дальше? Я вот слежу, хотя я старый человек, уже 88 лет скоро будет. Самый старший здесь присутствующих, наверное. Может, кто-то есть, кроме меня, старше? Наверное, нет. Вот слежу за делами интернетом, постоянно утром открываю, вечером открываю. Вот Шалом Валерьевич постоянно его материалы читаю. Вот день рождения, я думал, что он в Москву уехал. Я такой виноватый, поздравление сделал, в Москву отправил. Он, оказывается, рядом в Изыле был. Если знал бы, я позвонил бы, а оказывается, он здесь находился, Шалом Валерьевич. Открываю, правительство открываю, Верховный Рад открываю, день 2 раза. Город открываю, Саганов здесь присутствует. Вы не думаете, что вас никто не читает? Нет, все следим. Как вы там, значит, Тувинский Арбат хотите приводить в порядок? Как здесь вот туризм, туристы будут приезжать? Как Зарина Гаузова приезжала, там, значит, вот интернеты пишут, значит, а что вот Арбаты, вот там пьяные ходят, так и так. По туристам, что ли, мы так будем принимать, что показывать отрицательные стороны. И правильно поднимаете вопрос, сейчас меры принимают. Там какие-то творческие мероприятия организуют, самодеятельность организуют, кто на что способен. Что-то надо, значит, делать надо. Я, знаете, думаю, всегда так думаю. Надо переводить, вот я прошу прощения, вот, Григорий Зигович, значит, по городу я тоже переживаю. И республике тоже самое. Да. Думаешь, конечно, хочется, чтобы республика развивалась, плохих вещей не было, порядков было больше. Читаю, это черный, армия, Караширик. Откуда этот Караширик в Туве появился?
И поймали их, 15 человек погрузили в машину самолетом, значит, по Стрыкану отправили. Вот такие, что это хорошели, говорят, туда, ну, значит, потом показывает, правда, немножечко там, полиция как ловит, там что-то делает. Переживаешь, думаешь, когда хорошие вещи делаете, значит, радуешься, какие-то недостатки нет. Отзывы людей очень серьезные, и положительные, и отрицательные. Поэтому городу надо, видимо, очень хорошо следить за социальной сетью. Люди что говорят, что думают, реагировать правильно. Я думаю, что ответы бывают, ответы объективные, ответы бывают. Потом думается, так вот улица Газыла, вот Комсомольская улица, центр Азии входит. Там, знаете, вот эта улица надо приводить. Интернациональная, Комсомольская, вот эта улица, которая насквозь проходит с севера на юг, эту улицу надо приводить в порядок. Кто приезжает в центр Азии, потом немножко отступился, улица Красный Партизан или улица Ленина, а до углу там порядка никакого нет. Что это туристы будут смотреть? Поэтому надо вот раньше мы поднимали вопрос, в городе Газели не надо строить, вот, очень жестко подходить надо вот и всякими пристройками. Надо вот это делать так, чтобы постепенно надо оплатой, конечно, кто-то что-то построил, оплатить или каким-то образом, значит, и не делать это. Вот сейчас я прочитал, Дзержинская улица полностью, значит, остуженные, значит, параки, это там сносится, это хорошо. Но чтобы не прибавлялось в каждом углу какие-то там, допустим, какие-то сооружения. Вот это очень важно. Потом труднее их, значит, оттуда убирать, платить. Это людям тяжело, людям обидно. Вот это следится. Кто у нас работает, главный архитектор города Газыла? Вот они должны следить за этим делом жестко. Но что будем? Красивый центр, широкий, вы правильно говорите сейчас, вот центр, театр, правда, при нас построен, театр, за 1,5 года мы построили театр. Вот это музей, допустим, да, и дом правительства, там все. А вот это окружение, вот это здесь надо, в центре надо, вот, значит, хотя бы вот хорошо надо делать, красиво надо делать, и все. Хорошо, что вот, допустим, Спутник делается, Московская улица делается, Ангарский бульвар делается, где вот это, Иркутск нам помогал в восстановлении, когда республика помогала, 15 республик областей помогали. Но они должны были 80 тысяч квадратных метров, значит, должны были построить жилья иркутяне. 34 сделали, потом, значит, как разрушили Советский Союз, они уехали. Жалко, конечно. Ну ладно, я думаю, что, наверное, пора мне заканчивать. Сергей Георгиевич, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, детям, внукам, внучкам, самому большому, вам здоровья, всего доброго, хорошего. Было все и дальше, трудовое было у вас настроение, доброе, светлое настроение было. У вас всегда сопутствовало счастье, благополучие. Большое спасибо вам за то, что вы сегодня Уважаемый Григорий Федорович, огромное спасибо вам и за назидание, и за воспоминания, и самое главное, за деловую критику. Bukan toyda onu pişman. Bukan juga dia muncul Gregori jadi profesor Gregori. Orang juga seperti dia, bukan muncul baharu juga. Pakai Gregori dia dekat. Одни я о том, что будем строить своими чувствами гидроэлектростанцию, одновременно зону затопления будем выносить в
12 населенных пунктов. Шаганар, Чахов и так далее, и так далее. 22 года прошло, тревога и обкоме партии, и Совета министров. Значит, и вдруг в это время я попал туда, значит, Параминчика мне было, когда представитель Москва 37 лет. В Луган я приехал в 40, и мне было 41 год. Молодой. Потом, значит, Григорий Николаевич Толкупов, второй секретарь партии, говорит так: ты идиоте, ты сельхозник? Да, я говорю, сельхозник. А в чем дела? Плохо, что ли, сельхозник? Он посмеялся, говорит: знаешь, твоя задача вынести все 13 городов, все зону затопления за короткий период. Значит, я должен сказать о том, что и Садовский, самый строитель весь, и обком партии, и Совет министров, но в основном обком партии Григорий Николаевич, значит, самый Долгополов, Григорий Федорович, вот они в основном, да, значит, и помогали мне, давили, значит, через Синьчжан комитет партии, чтобы все это вынести было. Почему трудно? Я должен сказать следующее. За 22 года в Лухене ничего не строилось. Зона затопления. Ничего. Люди устали. Значит, город Хакас, город, есть такой город Хакас. Это Хакас уехали. Уехали. Значит, это сейчас Чахоль, но почему я про Лухен говорю? Потому что Чахоль, значит, Черехов и Лухен, это был один район. Один район был. А потом уже значит, мы парламентом согласовали, новый самый Чаховский район появился, Череховский район появился. Так же было. Теперь в отношении кадров. Почему Оржак? Меня критиковали один раз. Оржак, значит, сами берете людей только с Лукремского района. Адрес все пошли в Лукремского района. Я посчитал на себя. На самом деле 28 человек с Лукрема. А все мои новичи ойын. Из Шутара. Шолом Валерьевичи из Карутана высадит, он, значит, своим особым, значит, да. Он оттуда, значит, теперь Кучгат, Надежда Чедаловна, из представителя Верховного суда, из Шутара. Она на самом деле не Кучгат, это муж Кучгат. Она на самом деле для меня другая фамилия. Патасаган, да. Но на самом деле не Патасаган. Да, это на самом деле, это, значит, работник КГБ, но на самом деле, да, отец, да, отец. На самом деле, знаете, кто? Ховалых. Ховалых. Значит, поэтому, значит, даже я только 3 человек назвал. Ахимеров Владимир Хамадович. Откуда? А который Кипчина откуда? Оттуда. Вот у меня, значит, в районах начали критиковать. Я говорю, с вашего района я тоже решиться взял. Вы имеете в виду, во-первых, в этот район 22 года, значит, в таком тяжелейшем положении находилось. Уставшие люди, многие люди уехали за безысходность, потому что перспективы они в самом Лукреме не видели. Не строят, ничего не делают. Значит, только ждут, значит, когда вынесут их жилье сюда. И последний вопрос. Самое страшное было, я когда приехал, Кашпал, село Кашпал был вынесен из зоны затопления. Значит, дальше, Ирбин, значит, Ирбин, хотя вынесено, но санитарная обработка мусора тогда не убрали. Значит, самое трудное, что я чуть не плакал, помните, значит, самая история, Иркутская история, помните, спектакль вышел, помните, да? Наверное, все знают. Я на самом деле, я все это видел, значит, как только я посмотрел этот спектакль, значит, Иркутского знаменитого нашего писателя Раскурина. Значит, кладбище выносят, люди, значит, люди зарубежья, запретительные Тугу, значит, много граждан в России переезжает, когда выносят, значит, на новое место,
кладбище. А многие наши русские традиции, покойника, который лежал в старом кладбище, уносят, перевозят себе домой и начинается новые похороны. Это же страшное дело было. А потом, что думаете, вот, месте, где кладбища были, обязательно порядка по мировому стандарту надо дезинфицировать и закрыть. Эта книга, третья книга я пишу. Четвертая книга я сказал, пятая книга. И так далее. Значит, про работу Совета министров, о Компартии, дальше, будучи президентом республики, представителем правительства, это еще 8 том. Так что я, когда меня спросили, я только на этом хочу закончить. Когда меня спросили, у вас прекрасная семья, у вас 5 детей, 14 внуков мучат, теперь правнуки пошли. Вы, наверное, счастливый человек, потому что такую школу такую прошли. У вас среди вашей семьи, есть ученые, две дочери кандидата на медицинскую науку. Значит, я говорю так. В этой части я могу сказать, что я счастливый человек. А по части общей карьеры, общей жизни, я не могу сказать, что счастливый человек. Потому что так сказано, именно так сказано в религии христианства, буддизма и ислама. Счастливым считается тот человек, у кого тело благочестие. Счастливый человек тот человек, кто спокоен. А как я буду быть спокойным, когда члены правительства республики во главе, Владислав Павлович, хоронят, воинов. Когда у нас не все задуманное выполняется. Поэтому, Шалом Андреевич, вы извините меня, что я кого-то критикую. Это моя боль, это моя общая боль народа. И Григорий Георгиевич точно правильно сказал, что он переживает. И Шалом Андреевич будет переживать, если пила Бог благодетель. И Владислав Павлович будет переживать, если пила, темы наши развития будут неважные. Вот это я хотел дополнительно сказать. Да, потому что опять спасибо за то, что меня послушали.